Всем привет! Мы хотим походить по городу и поснимать то Мамаево побоище, которое осталось после Нового года, после того, как все взорвали свои фейерверки. Смотрите, трэш. Так погуляем, немножко понаблюдаем, что происходит. Идем дальше, смотрим. Тут пока чисто. Ну, это понятно почему. Вообще, каждый хозяин фейерверков, тут бутылка разбитая, обязан убрать за первое, второе там, или первое только число, да? Убрать все за собой, то, что он нафейервечил. И штраф там очень большой. Там хорошие такие выплаты надо сделать, если ты не убрал вовремя. Вот мы уже в парке. Там вот у соседей мешок с петардами уже собранный. А мы продолжаем наш путь. Это мы гуляем вместе с Владимиром Николаевичем после Нового года. Да, и слушаем птичек. Да. Живы они или нет. Да. Пришли на пруд. И вот тут вот, видите, все льдом поросло. Хочу посмотреть, как рыбы там. Вон они, видите, подо льдом рыбы плавают. Вон там видно. Ну, им холодно, ну, конечно же. Вон там красненькая плывет. Красненькая. Ну, вот буквально сегодня ночью было аж -5. Все, сразу лед на пруду. Сразу же. А до этого тепло было. Сегодня вот +5 днем. То есть ночью было -5, сейчас вот днем все растает. Уже к вечеру пойдем, уже пруд растает. Смотрите, какие. Оно взрывалось и оставляло такой синий след. Так смешно смотрится вообще. А вот тут, видите, такое коричневое что-то осталось. Рыжие прям. Интересно, из чего их делают, эти фейерверки? Мы сейчас познакомились с женщиной. Ее зовут Александрина. Смотрите, как тут. Тут что-то не взорвалось, похоже, или песок такой утяжеляющий был, или что. Вот, она в возрасте женщина, гуляла с собачкой. А Вова очень часто, когда с Демидом гуляет, видит эту собачку ее. А раньше она гуляла с мужем, но потом муж умер. Она, потому что уже, пожилая женщина. Я ей рассказала, что я гадаю на Таро. Она говорит, я очень хочу, чтобы вы пришли ко мне в гости. Я живу одна, я одинокая женщина. Мы пока не договорились, но я попросила Владимира Николаевича, чтобы... Я говорю, сегодня 1 число, говорю, ладно. Вот, чтобы он договорился, чтобы я к ней в гости пришла. Хотела с ней пообщаться дальше, потому что у нее такой более-менее понятный немецкий язык. Она не спешит? Она не спешит, да. Четко. Знаете, вот есть люди, которые чистят прям в разговоре. Вот так разговаривают. А есть те, которые медленно разговаривают, и ты все понимаешь. Потому что мы же не носители этого языка, и мне нужна практика. И я думаю, что я обменяюсь с ней, то есть я ей там сделаю гостевой расклад, а она мне взамен просто будет говорить со мной на немецком. Вот так. Я очень надеюсь, что я смогу к ней попасть, записаться. Вот. В смысле, наоборот, она как, я не знаю, кто кому записаться теперь может. Короче, да. Приду к ней в гости. Смотрите, белка. Вон она. Вот как ее снять-то на видео. Вон она. Вон она побежала. Так. Вот она. У нее во рту что-то Вот украла. Она украла что-то, да. И бежит такая. Вон она. Вон она, видите, сидит. В середине прямо экрана. Сидит на дереве. Смотрит на нас. На нас смотрит теперь, да? Да. Боковым зрением. Ах ты, белка. Продолжает она сидеть. Видите?
шевелится. Чистится вся. Что-то прячет. Такая смешная, чешется. Такая прикольная белка. Жирная. Она чуть-чуть серебристая. Ну, у нее голова рыжая, главное. А мех-то как будто такой серебряный же. Такая смешная. На ушах кисточки. Прикольная белка. Это, наверное, белка. Жирный белка. Смотрите, как смешно чешется. Блин, жаль, что ближе не могу подойти. Так бы снять на крупную, да? Белочный почесун. Смешной. Смотрите, казалось бы, никого нет, да? А там сидят, нахохлились трое жирных птиц. Дрозды. Дрозды. Или не дрозды, не знаю. Нет. А, вот 4 уже нашла. Вон, видите, сидит. Сидит, кушает. Такие прикольные вообще. Толстые прям. Продолжаем идти. Вот мы уже в другом парке. Тут вот такой прудик и ресторанчик. Вот мы сейчас птичек видели в кустах. И можно по этой таблице определить, а кого мы видели. Мы видели вот это. Амсель турдусмирула. Вот мы теперь уже на мосту. Такой мост. Муж. И вот в оба конца, видите. Вот. А мы пойдем туда. Теперь мы в саду лекарственных трав. Вот тут такой домик стоит красивый. Вот. И это елочка. Такая гирлянда прикольная, свечки горящие. Да. Тут кто-то, похоже, петарды взрывал. Да. Учитывая обстоятельства. Зачем? Смотрите, сколько конфетти взорвано. Зачем в пруд это делать? Как его потом вычистить? Они что, с ума сошли? Ужас. Вот смотри, там кормушка для птиц. Они прилетели, поели. Да, птички тут летают, дрозды. Я не знаю, дрозд, черный дрозд, вот, который мы сейчас, Амсель, видели, это же перелетная птица. Почему она здесь? Все деревья синицами, дроздами усеяны. Ну, синица, ладно, но дрозд. Странно. Вон, видите, птичка ест в кормушке. Вон вторая прилетела синичка. Такие хорошенькие. Теперь мы идем дальше вот по дороге. Это мы идем уже в сторону Макдональдс. Пара-па-па-пам. Смотрите, на что мы наткнулись. Детектив начинает расследование. Вы знаете, что это столбик с трассы? Сигнальный вот этот, который в темноте светит вот этим вот лампочкой. Вот видите, разбита лампочка. Значит, и столбик здесь валяется. Здесь, где вообще машины не ездят. То есть кто-то скрыл следы преступления. Теперь мы встретили кур. А вон они там тоже ходят, сквозь ветки видно. Так, мы прошли почти 3 километра. Сейчас уже подходим к Макдональдсу. Так, вот мы видите, где флаги, там Макдональдс. А мы думаем, а зачем? Если вот тут в кафе Бекерай, Сиполь, свет горит. Но мы не думали, что он может работать 1 числа. Просто физически не думали. Сейчас хотим попробовать зайти туда. Может, выпьем кофе. Вот мы пришли. Тут такой столик заняли. Правда, там кружки. Вот мы заказали 2 кофе, бутерброды. Такое вот кафе здесь. Красиво.